Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Делегация из Челябинской области продолжает рабочую поездку. Мы готовы обмениваться в культурном плане. Гости с Урала сегодня посетили Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Образование вне очереди. Насчет вуза. Они будут в приоритете среди абитуриентов. Чеченская республика запускает механизм льготного поступления для семей участников СВО. Школа чемпионов. Это поколение имеет все шансы, чтобы стать чемпионами самых престижных турниров. Здесь для них созданы прекрасные условия. В нашем выпуске репортаж из зала борьбы имени мастера спорта СССР. Рабочий визит делегации из Челябинской области в Чеченскую республику продолжается. Накануне стороны подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Сегодня в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошла торжественная встреча. На мероприятии побывал наш корреспондент Турпал-Али Тайсумов. Знакомство с культурой, традициями, а также обмен опытом между двумя регионами. Визит делегации из Челябинской области продолжился торжественным мероприятием с чеченским гостеприимством. Заместитель министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джабраил Абдулбакапов выразил благодарность гостям за оказанное доверие. Он отметил, что региональным руководством многие годы проводится работа по расширению дружеских отношений с регионами России. Хочется выразить особые искренние слова благодарности организаторам данного мероприятий, гостям из Южного Урала, что нашли время, что приехали в нашу республику, что вы, как мне сообщили, приезжаете ежегодно к нам, что это уже стало доброй традицией, что вы чтите культуру, братские отношения между нашими регионами. И особо хочется выразить благодарность представителю главы Чеченской республики в Челябинской области Алви Яхяеву за работу, которая направлена на взаимоуважение, на культурный обмен. Как мы все знаем, Чеченская республика совсем недавно, какие-то 20-25 лет назад, была полностью разрушена до основания. Грозный был признан самым разрушенным городом времен Великой Отечественной войны. И то, что мы сейчас находимся в самом безопасном, самом быстро развивающемся городе Российской Федерации, это в первую очередь заслуга первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Далаза Полугойца. И той титанической и колоссальной работы, которую проводит глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров со своей командой. В Чеченской Республике проживает представители около 100 национальностей, которые живут в мире и процветании. После подписанных накануне соглашений о сотрудничестве между двумя регионами, представители челябинской делегации отметили, что им очень отрадно пребывать на чеченской земле и видеть, как она расцвела. Кроме того, будут искренне рады ответному визиту представителей нашей национальной культуры. Мы живем на Южном Урале, это многонациональный край. Край с богатой культурой, с богатыми культурными традициями, с такими же богатыми и уникальными, как и культура Чеченской Республики. Соглашение мы подписали с Итумкалинским районом и вчера подписали соглашение с управлением культуры города Аргун. Очень надеемся на это, что это соглашение останется не только на бумаге, но и что нас будут связывать добрососедские, добрые, человеческие, деловые отношения. Мы готовы обмениваться в культурном плане, мы готовы видеть Чеченскую Республику, поскольку у нас проходят, несмотря на то, что мы округ, и областные мероприятия, и Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, где мы бы хотели увидеть, конечно же, чеченские самобытные коллективы. За вклад в развитие и укрепление межрегиональных отношений, дружественных связей были награждены памятными подарками директор Дом дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус и другие официальные лица. В ходе концертной программы на сцене выступили представители национальных культурных центров, как взрослые, так и дети.
Гостям очень понравилось мероприятие. Красивые моменты они запечатлели на камеру. Дружба народов – это главная ценность для нашей многонациональной страны. Существующие в субъекте культурные центры и автономии способствуют гармоничному сосуществованию всех жителей. Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошла встреча представителей Министерства труда и занятости Чеченской Республики и Фонда «Защитники Отечества» с участниками СВО и их родными. Ключевой темой стали меры поддержки, и особый акцент сделали на образовательных возможностях для детей военнослужащих. Родителям объяснили порядок получения льгот при поступлении детей в учебные заведения. Лейла Муртазова продолжит. В зале собрались участники специальной военной операции и их родные. Встреча состоялась в 60-й школе Грозного, где представители Министерства труда и занятости Чеченской Республики и Фонда «Защитники Отечества» подробно рассказали о действующих мерах поддержки и порядка их получения. Особый акцент был сделан образовательным возможностям. Выбор есть в любом случае. Специальность выбрать. Когда люди массово кидались на юристов, на экономистов, учились. Конечно, это период был в свое время, когда еще Ишхандер, но их сейчас очень много. Хотя кормата лила хамавар, это я считаю, что нормально духом даже, а кормата лучше хавашу, дальнейшем отходу был. А в основном режим всех слушала, она востребован. В основном компьютер связанный. Перспектива в Google дальше, в телефон, компьютер, техника развиваться дальше. Не обязательно, что конкретно компьютерное направление, но в любом случае знание компьютерной техники обязательно в любом случае. По указу главы региона дети участников специальной военной операции имеют право на первоочередное поступление в вузы, колледжи и техникумы. В связи с этим родителям рассказали, что их ребенок может поступить в любое образовательное учреждение в приоритетном порядке, независимо от оценок и результатов обучения. Собравшиеся задали волнующие их вопросы и получили ответы от специалистов. Вот те дети, которые будут поступать, они будут автоматически зачислены или же будут сдавать экзамены? Вот это я хотел у вас узнать. Если у отца есть справка о ранении, то он без экзаменов принимается в любой колледж, кроме медицинского. Насчет вуза, они будут в приоритете среди абитуриентов, они будут первоочередные. Из всех абитуриентов зачислены будут в первоочередном порядке наши дети. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» усиленно работают над оказанием помощи военнослужащим и их семьям совместно с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. У нас есть квотные места. Глава республики четко дал нам понять, что дети наших защитников-героев должны поступить, и мы окажем 100% содействие им в этом поступлении. Как в СУЗы, так и в вузы. Но хотелось бы подчеркнуть, что при наличии баллов, необходимых для поступления в факультет, и при наличии тех оценок, которые должны быть при поступлении в СУЗы. В 2025 году при содействии фонда более 300 детей были зачислены в учебные заведения. Родители смогут обратиться в филиал за образовательной поддержкой с 5 июня, где их проконсультируют и помогут получить бюджетное место обучения для их ребенка. Подать документы и получить помощь можно в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества». Там семьям участникам СВО подскажут, какие есть меры поддержки, и помогут оформить все необходимые льготы. Прием граждан ведется по адресам, указанным на социальных ресурсах ведомств. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Сайд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В столице республики продолжаются работы над крупным дорожным объектом. Транспортный узел на улице Назарбаева после открытия должен облегчить движение и сделать передвижение по городу удобнее. На площадке сейчас задействовано 400 человек, а завершить монтаж обещают досрочно. О том, как продвигается проект, в нашем следующем сюжете. Новая развязка позволит снизить нагрузку на дороге, повысить безопасность и создать комфортные условия как для водителей, так и для пешеходов. На горизонте виднеются экскаваторы. Сейчас развязка – это лесколон.
Но проектировщики обещают, что движение будет распределено так, что магистрали будут разгружены. Улица Назарбаева перекрыта, гул строительной техники не стихает ни на минуту. Работа здесь кипит, несмотря на сложность рельефа и плотную городскую застройку. Возводятся 5 путепроводов с подпорными стенами, общая длина 1640 метров. Также обустраивается подземный пешеходный переход. Строители делают все, чтобы, конечно, продукт был качественным и на долгие года. Для этого им созданы все условия. Проблем с поставкой материалов или нехватка рабочих рук нет. На данный момент у нас производится разработка котлована, армирование и бетонные работы. Мы уже, получается, если со стороны Старопромысловского шоссе, практически закончены все опорные стены и сами опоры. В процессе задействованы 400 рабочих. Строители обещают закончить работу раньше запланированного графиком сдачи объекта. Я работаю на тракторе GCB, подаю им все нуждающиеся материалы. В данное время все пока достаточно, и материал хватает. Работа идет, начальство очень внимательно это дело и контролирует ситуацию. Грозный становится городом эстакад и скоростных трасс. Все делается для удобства жителей и гостей столицы республики. Ибрагим Пултукаев, Лёма Мандиев, Магомед Тутаков, Вести Чеченская Республика. В Грозном на базе гимназии номер 14 стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Качество образования в фокусе. Математика, естественные науки как драйвер развития школы». Мероприятие объединило руководителей образовательных организаций, педагогов и экспертов Северо-Кавказского федерального округа, а также представителей профессионального сообщества. Оно стало единой дискуссионной площадкой для обсуждения ключевых направлений развития системы образования. В своем выступлении заместитель мэра столицы, начальник департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов подчеркнул, что повышение качества направления знаний сегодня рассматривается как системная задача стратегического уровня. Она напрямую связана с развитием человеческого капитала и конкурентоспособности региона. Уважаемые коллеги, дорогие наши гости, я рад приветствовать вас в городе Грозном, столице нашей гостеприимной республики, на межрегиональной научно-практической конференции, посвященной качеству образования и роли математики, естественных наук в развитии школы. Фокус сегодняшней конференции выбран абсолютно точно. Эта тема находится в центре управленческой повестки, потому что качество образования – это не абстрактное понятие, а конкретный, измеримый результат, за который мы несем ответственность. Уверен, что работа конференции будет содержательной, и самое главное, те идеи, которые здесь прозвучат, войдут в реальную практику нашей школы. Я желаю всем продуктивной работы, профессионального диалога и, самое главное, конкретных результатов. В Чеченской Республике родители выпускников вновь сели за парты. В регионе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Более 800 человек лично прошли процедуру экзамена. Акция прошла в 15 пунктах проведения ЕГЭ. Участники прошли все этапы от регистрации до получения результатов. Для них подготовили упрощенный вариант по русскому языку, чтобы познакомить с заданиями. Родители отметили, что акция помогла почувствовать атмосферу ЕГЭ и лучше понять переживания выпускников. Спорт, который не слышит слова «невозможно». В Грозном прошли соревнования по адаптивным видам спорта «Второе дыхание». Участники, около 80 атлетов, включая гостей из Дагестана, доказывали настоящую волю к победе сильнее любых испытаний. В программе было 5 дисциплин, но главные страсти кипели на футбольном поле и в баскетбольном зале. Все подробности у Арбиат Кайтиевой. Рамзан Аздамиров – человек, для которого спорт стал вторым дыханием. Потеряв ногу, он не замкнулся в себе и не отступил перед жизненными трудностями. Напротив, нашел свое призвание в баскетболе. И сегодня является одним из ключевых игроков команды «Ламаназ». Для нас, для таких людей, которые сидячий образ жизни, это самая лучшая реабилитация. Ты всегда занимаешься, спина у тебя подкачивается. Это самая лучшая в мире признанная реабилитация, вот игра в баскетбол для спинальников.
Именно такие истории стали символом соревнований по адаптивным видам спорта «Второе дыхание», которые прошли в столице региона. Развернулись они на базе профильного учреждения, где участие приняли около 80 спортсменов, в том числе представители Республики Дагестан. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в рамках проекта. Это спортивная инклюзия, реабилитационная программа под названием «Второе дыхание». Это уже второй раз мы проводим на базе нашей школы. Сегодня будет представлены зрителю 5 дисциплин. Это футбол ампутантов, баскетбол на колясках, армспорт, армрестлинг, глухонемые ребята, стрельба из лука и дартс. На футбольном поле сошлись две местные команды. Динамичная игра с обилием острых моментов продемонстрировала высокий уровень мастерства спортсменов. Однако особое внимание привлек баскетбольный матч местной команды «Ламан-Аз» и коллектива гостей «Каспии». Спортсмены показали зрителям настоящую волю к победе. И всю игру шли бок о бок, пока в последний момент чеченские спортсмены не вырвали победу с разницей в 2 очка. Прямо сейчас за моей спиной проходит состязание по дартсу среди спортсменов на колясках, также с ампутациями. Данная дисциплина собрала сильных игроков, которые выделяются точностью, концентрацией, а также спортивным характером. Стоит отметить, что мэрия города уделяет постоянное внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, сопровождая и поддерживая их на всех этапах жизни. Каждый квартал, можно сказать, проводим турниры среди инвалидов совместно с «Ламан-Аз». Мэрия города Грозного пытается облегчить жизнь инвалидам. Посмотреть на игру пришли и участники специальной военной операции. Их пригласили, чтобы воочию видеть силу духа спортсменов, которые, несмотря на жизненные испытания, продолжают двигаться вперед. «Ламан-Аз» пригласили нас как болельщики, но в дальнейшем будем участвовать на соревнованиях. По итогам турнира лучшие участники были награждены кубками, медалями и специальными подарками от организаторов и спонсоров мероприятия. Равят Гаистиева, Исам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Имя Уматгирия Тавбулатова в мире греко-римской борьбы известно далеко за пределами Чеченской Республики. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, воспитал чемпионов Европы, мира и даже Олимпийских игр. Сегодня одна из спортивных школ Грозного, которую он с друзьями строил с нулевых, носит его имя. О том, как здесь куют спортивный характер и почему даже самые юные борцы показывают высокий уровень, узнаем из следующего репортажа. Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР Уматгирей Тавбулатов за свою тренерскую карьеру воспитал прославленных чеченских спортсменов. Некоторые из них становились чемпионами Европы, мира и даже Олимпиады. Сегодня одна из спортивных школ Грозного носит его имя. Ее он строил вместе с друзьями с начала нулевых. С тех пор в ее стенах выросло не одно поколение борцов. Он гордится своим делом, ведь оно помогает желающим воплотить свою заветную мечту. Ой, Министерство спорта, Казахстана, ой, Кюгел Хойштаныч, о, Дэша, Шумагарлинц, Хазина, Залдана, условищина, Хинца, кай результация ядана, уж бакцелёхта. Да, мол, результат шхаривой, ишт, хаз, иманчо, хаз, бертаб, массу, першхи урду. Берше, хаз гилк долш özde dolş цакич царах кичи думатац. Тана мельч ос масухена оберш олш де кудрелче. Штанки гламт эртекал квасар да нахцет борбачун. Шо гилки даса, шо özdasa, шо нахстон лирен больш даса дан. Условия не всегда были хорошими. Приходилось пристраивать дополнительные помещения по мере роста числа желающих. Сегодня здание выглядит образцово. Оно включает все необходимое. Помощь и содействие оказывало региональное руководство. А уж польза учреждения просто огромна. Тренируются здесь как взрослые, так и дети под руководством опытных наставников. Приступим к разминке направо. Шагом марш. Ребята разминаются, отрабатывают элементы приемов и во всем слушают своего тренера Ильяса. Он старается донести до них каждую деталь, чтобы техника борьбы у них была на автоматизме. Один из подопечных, Абдулхалим Дебиев, дал свою оценку тренировке и условиям. Тренировки проводят очень отлично. Выбрал этот путь с самого детства, стал на этот путь, вольную борьбу выбрал. Тренер тоже очень хороший, не пожалел, что выбрал такого тренера. Тренирует хорошо. Бывают времена, когда индивидуально проходят тренировки.
боремся на соревнованиях и так дальше тренируемся. Даже самые юные борцы хорошо тренируются. Это показатель отменного наставничества. Мне очень нравится занятие. Я хочу ходить сюда. Я хочу, как свой папа, стать чемпионом. В спорте у всех успешных людей со временем появляются достойные преемники, которые пополняют копилку страны новыми достижениями. Это поколение имеет все шансы, чтобы стать чемпионами самых престижных турниров. Здесь для них созданы прекрасные условия. Необходимо лишь желание и усердие. Турпа, Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.